Так, друзья, сейчас одну секунду. Так как опоздал, сразу включил стрим. Ассаламу алейкум, друзья. Приветствую всех, витаю всех. Шалом алейкум. Ассаламу алейкум, друзья. Приветствую. Так, я в эфире, говорит. Так, все, мы появились снова. Друзья, сегодняшний свой стрим я назвал «Русская война на России». Возможно, вопрос ближайших месяцев. Давайте об этом и многом другом поговорим. Ну и, конечно же, понимаете, что ваша безопасность, вы, наверное, и так уже давно это поняли, в ваших руках. Берегите себя, друзья. Время 18 часов 8 минут, 26 октября 2025 года. Я просто не знаю, записалось это или нет, потому что были сбои у нас небольшие. Так, приветствую, приветствую. Спасибо, Старсклайд. Страсклайд. Итак, сегодняшний стрим, как вы уже поняли, называется «Русская война на России». Друзья, вот сейчас можно уже уверенно предположить, что ситуация на фронте у России отвратительная, все у русских, все плохо. По всей видимости, томагавки либо уже получили, либо скоро получат. Я полагаю, что они их уже получили. И если начнется массированный удар томагавками по России, русские уже массово сдаются, хотя их массово очень немного, но уже начали сдаваться. В Украине там уже по 20 человек сдаются, раньше по 2, по 1, по 3, они там просачивались и потом сдавались в плен. Ну, кто выживет, а теперь сдаются. И сейчас российские военные, понимая, что они стали козлами отпущения на этой войне, начали говорить, утверждать, что это уничтожение, геноцид русского народа, обратите внимание, денацификацию делают украинцам, а геноцид оказывается русского народа. И это делает Путин. Путин делает. Путин делает, и причем он это делает, как утверждают россияне, российские военные, генералитет их, что это делается для того, чтобы утилизировать Россию, русский народ. То есть, когда они совершали геноцид в Ичкерии, российская армия грабила, обогащалась, удовлетворяла свои садистские наклонности, тогда ничего этого не было. Значит, вместе с Западом Россию не утилизировали. А теперь вот, видите, когда все плохо, и когда поняли, а мы давно уже на нашем канале, вы уже давно видите, наверное, тот следит, знает, что мы давно предупреждаем, что Россия, что ФСБ пытается выкрутиться, и выкрутиться она пытается уже, наверное, с 2023 года, может быть. Может даже быть со второго, через полгода, как говорит там один их известный депутат, что через полгода было понятно, что победить в войне против Украины они не могут, и просто оттягивают вот свое положение, чтобы сохранить себя и свое учреждение. ФСБшники бегут, вся их агентура тоже уже стоит. Ну, мы давно об этом, много раз, уже много лет уже, можно сказать, лет уже, несколько годов уже говорим, так сказать. И ситуация вот следующая.
У них дела отвратительные все обстоят. И сейчас военные собираются вывести людей на митинги, на протесты. В первых рядах собираются пойти российские военные, офицеры и потребовать от Путина уйти. Но не просто потребовать. Они говорят, что Путин предатель, что он работает на Запад. И ну, не только на Запад, на евреев в первую очередь они говорят. Потому что российские военные не антисемит, это вообще не российские военные. Это предательство России и русского духа не быть антисемитом. Американцев они боятся, как я вам уже говорил. Американцы для них как Бог. Евреи и чеченцы. Чеченцев они тоже не любят, как евреев. Чеченцы и евреи – это такие два ангела. А Россия, сатанистская Россия, Америка – это как Бог для сатаны. А евреи и чеченцы – это два ангела Божьих, с которыми эта сатана борется. Понимаете? Бога она не любит, ненавидит, но все равно боится его. А вот с ангелами сатана борется, потому что сатана, дьявол, это и есть падший ангел. Такой предатель получается. Да? И вот такая вот ситуация разворачивается. Сейчас они нам рассказывают, что, ну, главные, они уже раскручивают эту ситуацию. Главное, у них виноваты сейчас Израиль, евреи. Но евреи не все. Как и чеченцы у них не все виноваты. Фактически чеченцев всех, кто был виноват, они убили, как они считали. И чеченцы, которые служат вместе с ними, воюют, убивают людей, они такие же, как русские. Они есть русские, они называют себя русскими. Да? Там, чеченские, чеченоговорящие российские офицеры, генералы, они себя уже называют там русскими офицерами. И вот также они и евреев выгораживают, которые вокруг них, потому что это такие же манкурты, как и эти чеченцы. Ну, вот такая вот каша. Каша из этого микса, который находится вот в этой империи, которая попробовала стать новой империей, попробовала получить Киевскую Русь, неодворянством стать. Но, увы и ах, не получилось. Не получилось. И вот ситуация сейчас у них критическая. Теперь они понимают, что уже все терпеть больше ждать нельзя, и они должны свергать Путина. Что вот у них в соответствии с Конституцией есть законы, права, они имеют право свергать Путина, Путин уже засиделся и так далее, и так далее. Короче говоря, в итоге они планируют выводить людей на митинги. Соответственно, та сторона, которая засела в Кремле и на Лубянке, она не очень, я думаю, будет согласна с такой постановкой вопроса. И будет гражданская война. То есть первая русская война на России в новейшей истории. А как известно, гражданские войны, они бывают очень жестокими, очень кровавыми. И, по всей видимости, мы увидим и в этот раз очень жестокие кровавые события. Плюс многие, тот, кто воюет, тот, кто находится на передке, на передовой, эти люди понимают, что действительность, которая им показывалась по телевизору, и действительность, которая реально оказывается уже на фронте, она не то, что она отличается, она диаметрально противоположная. Это ровно наоборот. Обман – это самое обидное чувство, которое может быть в человеке. А если после этого обмана вы стали калекой, либо потеряли друзей, то, ну, и вы перестали бояться смерти, а русские уже перестали, тот, кто на войне, даже вот когда смотришь, как их дронами там уничтожают, ну, они уже смирились. Это очень страшно, когда человек смирился со своей смертью, уже готов умереть. Это очень опасный человек. И таких россиян, русских, очень много уже на России, которые видели смерть, потеряли друзей, потеряли товарищей. Какими бы бандитами и террористами они не были, все равно
им пропаганда промывала мозги, ну, конечно, и деньги. И они считают, что они вот а, теперь должны будут, ну, и виновные, конечно, во всем этом Путин. Путин и ФСБ. ФСБ пока они не говорят, говорят только про Путина, видимо, чтобы себе врагов не плодить. В принципе, это мудро, не глупо всех делать. Ну, с одной стороны, они правы, с одной стороны, они на самом деле правы. ФСБ, обезглавив вчера еще советскую армию, затем уже российскую армию, дискредитировав ее, не то чтобы даже дискредитировать ее невозможно, она ее сделала преступной, абсолютно преступной. Преступной она была всегда, но вот абсолютно преступной, абсолютным сбродом просто вооруженных бандитов, боевиков, она вот именно на чеченской крови сделала эту фашистскую армию. И когда, помните, когда они заходили в Крым, на территорию Луганска, Донецка, они снимали нашивки, это такого большого позора ни одна, да, может какое-нибудь спецподразделение позволить себе снимать нашивки, где-то там проводить какие-нибудь диверсионные рейды и так далее. Но когда вся армия снимает с себя нашивки, и весь генералитет это хавает, да, в прямом смысле слова, просто ложками черпает, и, ну, это просто дно. Нет никакой доблести, чести офицерской, воинской и всего остального. Это уже все, они с этим попрощались. И это их никого не смущало, не удивляло. И фактически они как бандиты туда пришли на территорию Украины. И вот 11-й год топчутся, ковыряются. И всячески пытаются договориться с Западом. Они очень надеялись, что украинцы выдохнутся. Они очень именно поэтому эти бессмысленные, абсолютно глупые, аморальные, просто нечеловеческие штурмы, когда просто их расстреливают, да, как мы знаем, украинцы выработали тактику ведения войны, у них там 20 километров, там сколько-то километров, вот эта мертвая зона, которая кишит дронами, артиллерией и снайперами, и все, просто все пристрелено, все расстреливается, все уничтожается. И они просто туда этих людей посылают. Они вот так у нас воевали. Они роту клали, чтобы выявить точку чеченцев. Вот чеченец в окоп вырыт, закопаются, они вот штурм идет, вылазить уже нужно, когда обстрел заканчивается, когда начинается штурм, нужно вылазить из укрытия. Как только ты вылазишь, они уже подходят, и русские накрывали и своих, и наших артиллерией или авиацией. Вот точно так же они воевали и вот воюют, по-другому они не умеют. Только мясом, числом, мясом они воюют. Ну, заканчивается, и даже у русских заканчивается терпение, даже у них, оказывается, оно есть, все-таки оно не безгранично, оказывается. И в итоге получается, что Россия, Путин, который пытался, ФСБ, да, не будем говорить Путин. Путин всего лишь один человек. Путин вообще это просто только маска, вот только вот витрина вот этого ФСБ. Там есть Патрушевы, Матрушевых, огромное количество этих террористов и бандитов. И это новое дворянство. Война была для них, ими начата и для них. А военные, которые были уже аморальные, они, которые были уже запятнаны в военных преступлениях, в геноциде и всего остальном, которые остались безнаказанными за геноцид чеченского народа, за войну против Грузии, за убийство и геноцид в Сирии, но остались безнаказанными, и они уже думали, что вот можно дальше так же творить, все, никакие законы нам не писаны, Путин везде их прикроет, ФСБ их прикроет и так далее. Генералитет, начиная от Шамановых, всех остальных, уже работает давным-давно на ФСБ, это их агентура, это их люди. И вот ситуация разворачивается следующим образом. Когда понимают они, что они не могут ничего сделать, победить Украину нельзя, ФСБ скидывала
неоднократно я вам перечислял, начиная там от Сирии, Нагорного Карабаха, ну, все балласты, которые уже не могла она вытягивать. Везде, повсюду она все уступает ФСБ. И, конечно же, она переводит стрелки на военных. Они начали говорить, что мы не воевали, это были добровольцы, это были контрактники, так называемые наемники по факту. В итоге получилось то, что вот мы увидели. Получилось то, что российская армия, несмотря сколько ее там не дурили, сколько вы ей там не обманывали, в конце концов у них и сколько генералов уже их же, своих же пересажали. А пересадить можно любого российского генерала, потому что они все коррупционеры, все преступники. В итоге получается то, что сейчас военные начали уже поднимать голову, прямо говорить, не то, что поднимали голову они давно, намекали, как самые дерзкие, самые такие прозорливые, там, осмеливались говорить, а такие есть в российской армии, это отрицать просто. А сейчас их еще больше, сейчас просто, я думаю, там отмороженных полно, просто насмотревшись на то, что они видели, украинцы не церемонятся с оккупантом. И теперь вот они понимают, что вот их будут полностью делать крайними и дальше будут утилизировать. До тех пор, пока все они не закончатся, их будут утилизировать. Это они поняли, наконец-таки. И теперь они планируют, уже организовывают, соответственно, людей, митинги, протесты, призывают и будут проводить диверсии, теракты и дальше. Ведь эти генералы, которые запятнаны и в коррупции, и в чеченской крови, и в грузинской, и в украинской крови, вот эти генералы, они еще ж хотят остаться после всего этого на свободе, и как бы, чтобы их не привлекали к ответственности. Я уверен, что не только ФСБшники переходят на сторону Запада, там, западных спецслужб, ну, стучат им, сдают им информацию. Переходят — это неправильное слово, потому что никто их принимать здесь не будет. Да, у них будут брать информацию, да, может, им дадут какую-нибудь индульгенцию, грамоту какую-то, такую вольную для безопасности, если заслужит, да, даст достаточно полезную информацию. Ну и также и военные будут. Ну, с военных тут на Западе толку нет, если только какую-нибудь информацию не сливает он про военные преступления, такие как в Буче были, еще где-то. Потому что они не управленцы, не управленцы. Управленцы — это ФСБ было. Это вся система, вообще вся Россия — это ФСБ, КГБ СССР. Понимаете, начиная от там дворника, заканчивая министрами, это все агенты ФСБ. Никаких свободных ни пресс, ни журналистов, никаких там ученых, ничего там нет. Все это контролируется, управляется ФСБ. Просто в ручном режиме. В ручном режиме. И бизнес, и все остальное. Поэтому в итоге, я полагаю, ситуация сейчас очень критичная. Вот сейчас мне вот тут Эд пишет, что как ты думаешь, когда будут работать томагавки по фашистской Российской Федерации? Я полагаю, вот это и станет, наверное, Эд таким спусковым механизмом, когда томагавки, я думаю, в ближайшие, ну, может быть, недели или месяцы. Недели или месяцы. Может, даже недели, я полагаю, будут томагавки уже работать. Я полагаю, они есть у Украины. Конечно, это мое предположение всего лишь. Но как только начнутся сокрушительные разрушения, там, уничтожение дамб, уничтожение там, нефтяных гидросооружений, электросооружений, гидростанций, то есть, ну и все остальное будет уничтожаться, народ будет погружаться в темноту, в холод, зима на дворе, как мы видим, да, наступает. Осень сейчас, скоро зима будет. И вот этот период, он будет все вот одно на одно накладываться. И в итоге получится такая ситуация, что народ будет выходить на митинги. И, скорее всего, к следующему году, или может раньше, люди начнут и диверсии проводить, и уничтожение ментов, там разных там участковых, ну, кого только придется, как только получается. Вот, думаю, и к этому моменту и украинцы подготовились, я думаю, что и
внутри есть и народно-освободительные, народные национальные движения. Я думаю, к этому может присоединиться и Турция, как член НАТО, и Азербайджан, может быть, не напрямую Турция, а Азербайджан. Короче говоря, вот такие вот интересные события сейчас закручиваются. И эти события, вот мы стоим на пороге этих событий. И если так произойдет, с одной стороны, это даже очень даже хорошо. Во-первых, это побыстрее произойдет, чем мы предполагали, хотя еще это займет время. Во-вторых, ядерной войны, скорее всего, не будет. Значит, не будет там миллионов жертв, как мы... Ну, этот сценарий тоже исключать нельзя, конечно, но будем надеяться, что будет другой вариант. Но опять же, если будет внутри гражданская война, то есть русская война на России, то в этом случае это будет тоже очень большими жертвами, будут уничтожать друг друга, потому что ФСБ не согласна просто так сдаваться. Все менты, у ФСБ есть свои вооруженные силы, есть Росгвардия, которая подчиняется Золотову, как известно, тоже очень миллион, там больше голов там насчитывается. Они в боевых действиях не принимают участие. Ну, фактически будет ситуация, как после Первой мировой войны прошлого века. Вот начала прошлого века. Вот эти события, я думаю, нам предстоит увидеть. Вот эти события нам предстоит увидеть. Посмотрим, как что будет. Давайте я почитаю ваши комментарии. Аслан, вопрос. Так, мне пишет вопрос. Аслан, вопрос. Казахстан граничит с Татарстаном. А также, как ты думаешь, Татарстан захочет присоединиться к Турану, чтобы не нести коллективную ответственность вместе с фашистской Российской Федерацией? Как ты думаешь? Я думаю, абсолютно очень уместный, правильный вопрос. Спасибо тебе за этот вопрос. Я думаю, что, конечно же, Татарстан, Башкортостан, все тюркские народы, проживающие на территории России, они будут активно принимать участие. Я думаю, это будет такая хорошая боевая сила, которая будет принимать участие уже не на стороне военных бандитов, которые пошли убивать украинцев. И сейчас у них не получилось, и они теперь обиделись. И у них, как обычно, царь не настоящий, как обычно у них в истории бывает. Он предал, англичанам продался, как у них там, Британии продался, всю историю у них так. И, скорее всего, вот те события будут касаться и Якутии, и Татарстана, и Башкортостана, и Кавказские республики это будет касаться. И знаете, недавно Турция приняла закон, парламент Турции принял закон, любой тюрок, вне зависимости, где бы он на земле не проживал, он имеет право, обратите внимание, без визы приехать в Турцию. То есть, в случае чего им просто нужно будет добежать, так сказать, до турецкой границы, даже провести диверсионный рейд или какую-нибудь там операцию. И в случае, если они не справляются, могут свои семьи эвакуировать без виз, без каких-либо проблем в Турцию. И я думаю, это не просто так, конечно же, сейчас делается. Скорее всего, ведется большая работа в этом направлении. И вот эти события, мы вот становимся свидетелями развала, краха фашистской, самой кровавой, сатанистской империи, построенной на горе и миллионов людей, в том числе и так называемого русского народа, который тоже, на самом деле, очень сильно пострадал, но не хватало ему смелости и в общем, координации между собой для того, чтобы не позволить это произойти. Но когда уничтожался чеченский народ, это такой яркий пример, когда уничтожался чеченский народ,
все стоя аплодировали, зная, что ваш Путин, ваше ФСБ взорвало в ваших же домах, ваших же женщин и детей, вы им стоя аплодировали. Вы все являетесь соучастниками. Все, не только русские, все россияне являетесь, все национальности. Вы являетесь соучастниками геноцида этого народа. Тот, кто не сдавал квартиры, тот, кто стучал ментам, тот, кто там где-то пытался ущемить, ударить, оскорбить. Вы все в доле просто, понимаете? И даже те, кто просто молчали, и даже те, кто просто молчали, вы в доле все это. Поэтому, ну, как говорится, бумеранг, закон бумеранга никто не отменял, и все это возвращается. Возвращается. Поэтому я полагаю, что будет очень мощное закручивание гаек. Россия попробует, ФСБ попробует создать Северную Корею. Сомневаюсь, что получится, потому что Северная Корея – это один народ. А в России проживает больше 100 народов и народностей. И у многих есть претензии. Хотя некоторые просто до того скурвились, так сказать, что уже ничего им не нужно. Но есть у кого есть и претензии, и есть свое национальное самосознание. Но и не сидят без дела враги России в том числе. Потому что они все понимают, что Россия, если сейчас ее не додавить, она представляет угрозу. Именно для этого сейчас, потому что там будет смута. Эта смута может продлиться определенное время, и год может, и 2 продлиться. И вот как раз к тому времени, к 26-27 году, мы увидим, наверное, полный крах вот этой России фашистской и террористической банды ФСБ. Конечно, не всех привлекут, они очень много знают, очень много имеют, у них берут, у них получают, с удовольствием причем, то, что они дают тут и на Западе, и везде. Но, значит, были удачные и шустрые, раз им удалось спастись, кто-то спасется. Но по большей части, конечно, основные фигуранты будут привлечены к ответственности, либо просто сбегут, спрячутся, либо будут уничтожены. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Кадыров, если говорить о Чеченской Республике, совсем, по всей видимости, не очень себя хорошо чувствует. И вполне может быть, что там тоже у него дележка будет между друг с другом за власть. Посмотрим. Нам некоторые рассказывают, что там какое-то сопротивление есть и так далее. 95% чеченцев, конечно же, не забыли то, что с ними сделали. Но никакого сопротивления там нет. Если оно есть, оно должно было о себе как-то заявить, оно должно было как-то проявиться. Но вот под видом вот этого сопротивления могут люди, которые являются людьми другого клана, скажем так, патрушевского клана или даудовского разлива, могут совершать какие-нибудь убийства кадыровцев, будут провоцировать чеченцев для того, чтобы они что-то сделали. Поэтому я чеченцев призываю, пожалуйста, пока вот это время смуты, мы очень много заплатили. Чеченский народ слишком много заплатил, чтобы этот мир наблюдал, помогал России нас уничтожать. И сейчас даже, потому что им тоже стыдно, ну, стыдно не то слово, они не хотели бы, чтобы тоже разделить ответственность с Россией, они не хотят, поэтому молчат, не признают, воротят нос, так сказать, от нас. Поэтому пока нас не признают в мире, да, Украина признала, Грузия признала, у нас есть легитимная власть в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, куда входит Алла Дудаева, вдова Джохара Дудаева,
Аят Эдигов, бывший председатель парламента и легитимный представитель за рубежом от нашей законной власти. Еще много-много людей туда входит, которые смогли выжить, сохраниться, сохранить нашу власть, несмотря на то, что уже фактически их всех похоронили, забыли, сказали. И сейчас вот вы видите вот эти все симулякры, которые изображают из себя, незаконно изображают из себя чеченскую власть, которые уже давным-давно предали выбор чеченского народа, предали конституцию, наше государство, чеченский народ. Эти люди сейчас пытаются отыграться, потому что они тоже будут нести ответственность, они это понимают, если им не удастся захватить власть, прийти к власти и так далее. Ну, я бы посоветовал не усугублять свое положение, так сказать, раскаяться, встать в строй, если президиум их примет, помочь нашей власти, легитимной, законной власти, и не усугублять. Мы, чеченцы, мы всегда найдем общий язык между собой и всегда сможем договориться. Но если хотят договариваться, ну, не хотят, значит пусть продолжают то, что они продолжают, и тогда получат то, что получат, потому что другого здесь исхода уже быть не может. Как только чеченский народ станет свободным, как только чеченский народ увидит, что фашистская Россия разрывается вот этими своими внутриклановыми конфликтами, он скажет свое слово прямо, открыто, честно. Каждый чеченец знает, кто у кого убит, кто кого подставил, кто кому что сделал. Каждый мы знаем, мы же небольшой, малочисленный народ. Мы все хорошо друг друга знаем. И за это придется всем ответить. Всем ответить. Ну, кого-то простят, кого-то не простят. Посмотрим. Как себя будут вести, так и будет. Друзья, давайте я почитаю ваши комментарии. Давайте обсудим эти и другие темы. Так, опять у нас тут жалобы постоянно в ТикТок поступают. Слава богу, здесь апелляцию подавать очень легко. Одно нажатие, второе нажатие. Сейчас нажать не могу. И третье нажатие. Все, апелляция подана. Так, давайте почитаем, что вы пишете. Так, хорошо, что вы мне напомнили, что надо этих заблокировать, троллятина, которая постоянно пытается нам здесь создавать помехи. Дику. Аслабек, так. И в Европе, и в США много высокообразованной чеченской молодежи. Это хорошо для будущего после развала скотобазы. Да, Аслабек. Ну, у нас еще здесь будут события, здесь в Европе. Потому что, когда события начнут разворачиваться в самой России, здесь внутри будут... Я надеюсь, не будут, конечно, потому что, ну, слишком глупо будет той агентуре, которая находится здесь в Европе, смотря что происходит в России. Это, знаете, как Гитлер-Югенд такой, были молодые пацаны, которым по 13, по 14, по 15, 16 лет было, которых уже, когда Берлин взяли, весь рейх рухнул, вся армия уже, там, кто капитулировал, миллионы уже сдались в плен. Территория вся захвачена,
и там с 3 сторон прорываются союзники к столице Берлина, и в подвале, в бункере сидит Гитлер и посылает вот эту шпану, детвору в бои, ну, вот на смерть посылает. Прекрасно понимая, что все уже проиграно. И поэтому все вот эти террористы, которым нужно там провести теракт, диверсию, какое-нибудь убийство, вы приблизительно в этой ситуации сейчас находитесь. Понимаете? Ну, сама система, которая вот там внутри находится, ну, она будет еще какое-то время сопротивляться, а по факту, я думаю, месяцы остались до того, чтобы фронт рухнул. Если сейчас томагавки, они, скорее всего, они уже там, начнут применяться, то все, просто уже катастрофа. И украинцы очень мощный кулак по косу. У меня нет никакого инсайда, я с военными, там, с Ирским напрямую не связан. Поэтому могу сказать, что по косвенным признакам я вижу, что украинцы подготовили очень мощный кулак. Они пробовали вот несколько недель назад. Не знаю, почему не пошли там, так, щупают, видимо, там идет какая большая мощная работа. И потом здесь европейские тоже очень все подготовились. И все войска, которые есть, они тоже будут перебрасываться. Скорее всего, вот эти события могут сейчас произойти. Вот европейские войска перебросятся в Украину, украинцы пойдут вперед, удары томагавками по всей России. И это будет такое, знаете, мощное потрясение, которое произойдет. Я полагаю, у меня нет, опять же, никакой инсайдерской такой секретной информации, ничьи секреты я выдавать не могу, так как только наблюдаю то, что происходит из открытых источников. Поэтому, скорее всего, вот эти события будут происходить, и вам, убийцам, террористам, всяким разным там мерзавцам, которые здесь в Европах поошивались, вам просто деваться некуда будет после того, как вы пожизненно будете получать, вас будут ликвидировать при задержании и так далее, если вы будете проводить разные теракты. Поэтому я вам советую, я вам уже давно это советую, но вы хорошо, тихо еще ведете себя, молодцы. Я думаю, саботаж это самое лучшее, что для вас есть. Не рваться вперед, там, мы, там, сейчас Россия победит. Не победит Россия. Вы все знаете, что не победит. Только, не знаю, абсолютно необразованный, какой-нибудь тупой, он не понимает этого. А необразованным и тупым проведение диверсий, спецопераций в Европах не доверят, как мы понимаем. Поэтому, да, исполнители тупые, а те, кто планирует, им придется отвечать за все. Потому что не получится сделать теракт, сбежать в Россию и там, да, через год даже там вас уже все, Россия заканчивается. России год, может, два внутри будет. Это в зависимости, насколько лояльны будут ФСБ и его вот эти банды, которые он готовил, хранил, сохранял, в Украину не бросал. Росгвардия, все вот эти там, вооруженные силы, другие там ФСБшные силы. Росгвардия это тоже вооруженные силы ФСБ. Хотя и армия это вооруженные силы ФСБ. Вот такие вот дела. Друзья, спасибо за подарки, которые мне здесь Эльмира, да, по-моему. Спасибо, Эльмир. Вот такие вот дела, друзья. Поэтому советую вам всем не рыпаться. Не рыпаться, поверьте мне. Я же прогнозы делал достаточно точные. Поэтому, поверьте, здесь и в этом случае тоже. Ничего для вас это тоже не решает. Я как чеченцев постоянно призываю, давайте немножко потерпим, чеченцы. Мы слишком много заплатили, и нам не нужно сейчас воевать, и нам нужно сохраниться. Все, кто пытаются сейчас там что-то дестабилизировать, они играют не на руку чеченскому народу. Я призываю чеченцев, потому что нас мало, мы дискредитированы во всем мире, хотя сейчас мы уже реабилитируемся. И самое главное, мы должны получить правовое признание международного сообщества. Без этого мы просто инструмент в чьих-то руках, не отстаивающий свои интересы. Понимаете, когда нам нужно было государство создать, мы создали это государство.
Когда нам нужно было его оборонять, мы его обороняли так, как никто и никогда. Но сейчас, когда нам нужна наша молодежь, нужна, наши финансы нужны, да, нужно помогать, информационно помогать, поддерживать, все делать, ну, именно непосредственно в боевых действиях каких-нибудь там отдельно вступать нам не нужно. Да, есть в Украине люди, кто воюют там и вооружают, и так далее, и так далее. А сейчас мы пока вне закона вооружать даже, если мы вооружаем, мы как россияне тогда вооружаемся, потому что весь мир нас называет россиянами, ну, кроме Украины и Грузии. Поэтому вот такие вот дела. И поэтому и как чеченцев предупреждаю, по-хорошему, так сказать, да, и вас также предупреждаю. Это не лезьте на рожон. Подождите, это все уже решено. Если у кого-то там сидит обида там за Великую Русь, что вот мы там потеряли, потерпим поражение, это невозможно. Россия никогда не проигрывала. Россия сотни раз проигрывала, сотни раз. Но сейчас она взяла так много на себя, как никогда в своей истории не брала. Она поперла против всего мира, против международного порядка. Она всех испугала вот своей этой безрассудностью. Понимаете? Всех просто. Не испугала в смысле паники, а в смысле то, что это опасно. И все, а опасность здесь быстро локализуют. Поэтому вот такие вот дела. Давайте немножко ваши комментарии. Азан, как думаешь, возможно ли база НАТО в Крыму? Я думаю, база будет НАТО, обязательно будет. И там будет Турция в Крыму, я полагаю, и американская база там будет, конечно же. И, конечно же, тюрки будут играть важную роль и в Крыму, так как там проживают наши братья крымские татары. И они, тюрки, как известно. Конечно, конечно, я думаю, будет. Но война имеет свои правила, у нее вообще своя логика, поэтому как будет, будем наблюдать. Посмотрим, посмотрим. Каково ваше отношение к геноциду армян? А каково ваше отношение к геноциду чеченского народа, скажите мне? Наши экономисты говорят, у России большие проблемы с экономикой. Да, герцог, абсолютно это так, абсолютно. Проблемы не то слово. Пенсионного фонда нет у России уже. Понимаете? Нет, просто его уже все, не к чем пенсии платить. Это государство, оно уже перестало существовать в плане, что оно не сможет выплачивать пенсии. Вот людям, которые сейчас выходят на пенсионный возраст, подходят к пенсионному возрасту, выходят на пенсию, им нечем платить. И обязательства перед ними просто будут прекращены. Просто никто не будет им ничего выплачивать. НДС поднимается. Это уже последнее то, что не душит. Еще будут поднимать. И ФСБ планирует, конечно, сохраниться, они там будут бороться. Но дело в том, что даже если русский народ, российский народ в целом, он атомизирован, труслив, прямо надо сказать, то вот те люди, которые, вот эти наемники и боевики, которые воевали в Украине, и российская бандармия, они не такие трусливые, как хотелось бы ФСБ их видеть. Поэтому, ну, я не думаю, что ФСБ долго выдержит противостояние именно с российскими военными. На самом деле, российские военные кратно превосходят вот эту всю банду ФСБ и ее вооруженные силы. Ну, то есть, имеется в виду Росгвардию и всех остальных. Поэтому вот такие вот будут события. События будут в этом направлении. Посмотрим. Поэтому экономика катастрофическая. Я думаю, это первое, вот, что мы увидим. Это полный обвал рынка жилья и цены на нефть, инфляция. Ну, все как мы любим, так сказать. Да? Как мы любим. Так.
Так. Добрый вечер, Владимир. Лама назвал. Алейксалам. Приветствую всех вас, друзья. Так, давайте. НДС 22 будет со следующего года. Да, это не предел. Я думаю, будет еще больше закладываться. Так, Линдси Грэм, Сенат США, сообщил, что Сенатский комитет по иностранным делам поддержал его законопроект о признании России государством спонсором терроризма. Это уже третья попытка Грэма добиться. Да, я знаю. Но это все будет сейчас в одну кучу. Знаете, сейчас очень такой странный такой момент начал в Америке происходить. Слежу за событиями, которые там происходят отчасти. Они начали сейчас поднимать вопрос, и сейчас создается комиссия, если уже не создана, по теракту 11 сентября 2001 года, за которым стоит фашистская Россия, на мой взгляд. По бостонскому теракту, если вы хотите узнать, совершенному в 2013 году, тоже стоит тот же, я думаю, Патрушев и Кечкин. И я думаю, и эти люди, я написал об этом, кстати, свое расследование. Вы можете с ним ознакомиться на нашем сайте, также на Facebook странице можете. У меня X на английском языке есть версия. Ну, вы можете перейти просто на мой сайт, на наш правозащитный сайт, и там прочитать полную версию. Там не полная, публичная, не полная версия, но то, что есть, на сайте она есть полная, потому что она объемная, и все ни в Facebook, ни в X она не помещалась. Поэтому там есть ссылка и в X, и на английскую версию, и в Facebook, и в YouTube, кстати, есть тоже не полная. Вы можете перейти и прочитать вот из публичной полную версию, которую я опубликовал в разделе записи в YouTube на канале Reality. И теракт, бостонский теракт тоже будет, я думаю, расследоваться. И все это, как вы думаете, кого будут в этом винить, как вы думаете? Вот как-то так. Так, давайте дальше. Так, Иркин, шалом, дорогой. Путин опять за свое взялся, типа угрожать ядерной дубинкой, походу Трамп послал посланника из России. Ну, говорят, да, послали от этого Дмитриева, Кирилла Дмитриева, сказали, все, до свидания. И да, Путин грозился, да, испытания какие-то проводит, там буревестник запустили, там, что с ядерным двигателем, которое пролетело 14 тысяч, ну, типа Америке они угрожают. Ну, зря, зря, очень зря. Ну, уже ничего не поможет, понимаете? Никто сейчас уже отступать не будет. И Китай помогать не будет, понимаете? Китай помогать тоже не будет. Китай не будет участвовать в ядерной войне или в мировой войне на стороне России. Ему это не нужно. Он с Америкой, с Европой договорится. Бизнес, проекты, продажа товара из Китая в Америку, Европу не прекратились. Как мы знаем, очень хорошие отношения у китайского руководства и у американского руководства. Никто не собирается из-за какой-то там террористической бензоколонки, взбесившейся, устраивать там, себе катастрофу и ввергать мир в хаос. Никто не будет. Просто не будет. Просто, понимаете, и все. Закончилась Россия. Великий Путин закончил великую Россию. Да? Великая ФСБ закончила великую Россию. Поздравьте. Да? Так, 99,9 это следы от гибни. Да, Самбек, думаю, да.
Асан, почему Германия депортировала брата убитого чеченца? Забыл его имя. На Кавказ реально новость была. Кавказиан, Албания. Я не знаю, почему его депортировали. Я не знаю. Родственники об этом ничего не говорят. Но, знаете, мне очень интересно наблюдать, как вся вот эта ГБшная здесь демократическая какая-то, вот это демократическая и недемократическая, всякое разное тут политтусовка начинает об этом говорить, там вот как депортировали. Все прекрасно знают, что его депортировали в Грузию, а не в Россию. Он гражданин Грузии, как и Зелимхан, его брат гражданин Грузии. Там их жизни ничего не угрожает. Почему депортировали, я не знаю. Средства массовой информации об этом не говорили, полиция мне не докладывала, я не знаю. Родственники, если бы посчитали бы нужным, они бы со мной связались бы и мне бы сказали бы, что вот такая ситуация и так далее. Со мной никто не связывался, поэтому я не знаю. Я знаю, что немецкие власти очень уважительно относятся к чеченцам именно и всегда относились, между прочим. Абсолютно всегда. И Меркель, и все относились. И я не думаю, что немцы там, нарушают права человека и так далее. Что-то, значит, произошло. Я не знаю, что. Может быть, какой-то, даже может быть, какой-то это пиар-ход или какой-нибудь там политический или спецслужбистский. Я не знаю, что это такое. Я знаю, как начали, есть такой Осипов с Deutsche Welle, он так сильно переживал, что чеченцев не депортируют из Германии. Здесь еще 6 лет назад, когда вот эти братья Абдурахмановы, там разные вот это вся исламистская братья, которая сюда была, там накручивалась, и нас хотели представить там исламистами, террористами и так далее. И депортировали тогда нас, и были нарушения прав чеченцев. Но дело в том, что просто немцы не были информированы, недостаточно информированы были. И мы восполнили этот пробел, мы информировали днем и ночью, и наши стримы они смотрят и относятся с доверием к тому, что мы говорим, пишем. И мы проводили тогда митинги, акции, и нам удалось тогда прекратить полностью депортацию людей, которых угрожает опасность. Некоторые сами просили поставить так называемый стоп и уезжали из Германии. И у нас есть проблемы, да, есть многие не умеют защищать свои права чеченцы, многие чеченцы ездят домой, когда получают документы, что незаконно, особенно с учетом сложившейся ситуации. И если немецкие власти почувствуют или увидят, что их национальной безопасности представляет угрозу что-то, то они моментально примут меры, если они так посчитают. Поэтому я с доверием отношусь к немецким властям. Мне очень странно, что вот этот вот сейчас этих, не только его одного, там около 40 или даже больше людей отправили в Грузию, целый самолет отправили в Грузию. Но вот Осипов, который тогда очень сильно с Deutsche Welle на русском языке, очень переживал за нас, якобы, первый узнал эту новость, быстро побежал, начал везде там с родственницей, с женой или со снохой вот этого депортированного парня связываться. Но больше они на связь не выходили. Вот родственники с этим Осиповым, они сами на Deutsche Welle об этом сказали. Поэтому я не знаю, в чем причина. Я более чем уверен, что права не нарушены. Хотя исключать, опять же, нельзя ничего. Может, какие-то вещи, не знаю, там может быть все, что я сейчас даже гадать не хочу. Но если их права все-таки нарушены, если они выйдут со мной на связь, я почему считаю, что вот именно так хотят привлечь внимание к этой проблеме, надо же очень показать, что там, видимо, докопаться до истины какой-то для своей, для того, чтобы вот, ну, объясните нам, потребовать, объясните нам, почему вы депортировали, потому что никто не может понять, почему. МВД не говорит, почему не говорит, родственники молчат, почему молчат родственники, почему МВД не говорит. Странно, да?
И я бы получил бы информацию. У меня есть источники, которые мне предоставили бы эту информацию, если бы она бы, в том числе и от родственников из этой семьи. Но я получил бы информацию. Я не получил. Но то, что делают российские пропагандисты, как они начали об этом говорить, там, да вы да, обязаны, просто скажите, там, третье, десятое и так далее. Но это наталкивает на мысль, что что-то тут нечисто, да? Почему, когда убили Зелимхана Хангашвили, вот эта вся, вот эта братья, ее не было где, не слышно, не видно. Я каждый день звал их на суд и призывал их, после каждого судебного заседания выходил, снимал видео, призывал. Ну, никого не было. А теперь все так обеспокоены судьбой, так обеспокоены. Что ж с вами так стало-то? Что же вы так резко обеспокоились судьбой? Зачем вы так это все? Что там такое? Так что пока не знаю, пока не знаю. Будем надеяться, что все будет хорошо. Главное, его жизни не угрожает опасности. Да, дискомфорт, проблема это создала для семьи, для всех их. Но будем надеяться, что он в безопасности. И главное, чтобы его не пытали и не убивали, как это бывает на России. Но то, что будут чеченцев депортировать здесь, работающих на Россию, которые, знаете, у нас у чеченцев, ну, уже мы так спокойно начали относиться, некоторые уже посчитали, что можно домой ездить, приезжать и так далее, и бабки нужно зарабатывать, а бабки многие можно только через ФСБ или через структуры, кто связан с ними, зарабатывать. И, ну, чеченцы некоторые есть связанные, даже больше, чем нужно было бы, есть связанные с этим, с так называемыми, ну, российскими вот этими силовыми структурами. То есть кто-то родственник, кто-то знакомый, потому что ты просто не можешь двигаться, ты не можешь передвигаться, у тебя проблемы, тебе постоянно нужно через них решать. И вот обзаводишься там какими-то там связями через родственников и так далее. И в итоге получится так, что многих чеченцев могут отсюда депортировать. Сейчас, правда, на Россию депортировать будет опасно, но если вы связаны с Россией, служите России, стучите России. А вы стучите России, я знаю вас многих поименно, вы сами не скрываете, сидите здесь в ютубах, тиктоках, рассказываете все. Поэтому многих будут депортировать, да. Но это не значит, что им представляют угрозы, если их туда, в Россию, на Россию отправят. Правда, если там будет мобилизация, гражданская война, там, да, тогда могут пострадать. Поэтому я вас всех предупреждал. Слава независимой Ичкерии, говорит Масад. Героям слава. Грузия, Ичкерия. Спасибо, спасибо. Спасибо. Россию надо не просто спонсором терроризма, а вообще страной-террористом признать. Да, абсолютно так. Она является таковой. Так, на днях, наравне с сомалийскими пиратами. Да. На днях Трамп встретился с Си, там все решится, там все решится судьба Путина. Я думаю, судьба Путина уже решена, Иркин. Я думаю, что просто, и знаешь, идет, ну, координация идет действий. Так, вам что? Я думаю, Чукотка, Якутия, они могут уйти под влияние Сибирь, там, уйти под влияние Дальний Восток, часть Дальнего Востока, уйти в США под влияние. Часть Дальнего Востока уйдет под Китай. Уже ФСБшники, себя снимая ответственность, уже заявили, мы же помним, что вот Китай там уже занимает территорию. Занимает и будут занимать. Все это будет уже заниматься. Даже вот сегодня буквально смотрел такой отрывок сериала и про зэков, про каких-то блатных там, туда-сюда. И раздетый, по пояс раздетый там мужчина азиатской внешности.
И у него вот здесь татуировки, китайские иероглифы. Китайские или корейские, я не разбираюсь особо. И он на груди у него татуировка с иероглифами. И потом мимо еще человек проходит, тоже азиатской внешности, и у него на спине. И этот человек с азиатской внешностью, он с этими татуировками, он там против русского бандюги, там, смотрящего, хабаровский, там, смотрящего против него, там, что-то возникает, и делить его, уступать. Короче, говорит, я вносить туда не буду. В общак, говорит, положить туда-сюда. То есть, короче говоря, вот этот криминальный мир Хабаровской области нам по фильмам показывают, что с китайцев брать не получится. С преступного китайского мира, например, который часто очень в любом виде и любой страны, особенно если действует за рубежом, координируется спецслужбами, что мы не будем башлять, так сказать, ваш общак, он говорит этот парень. И, ну, короче, все нормально. Мне все нравится, друзья, мне все нравится. Пусть будет китайская. На днях так, дальше. Читал новость, Индия и Китай перестают нефть России покупать, особенно Индия. Теперь они покупают у Катара без ОАЭ и Саудовской Аравии. Да, ну Россию будут додавливать, додушивать, конечно. Конечно, а как иначе? За 20 лет правления Путина страна поднялась с колен, наладила промышленность, стала мировым игроком, и эта страна называется Китай. Вот так вот. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Так, валейк салам, юзер Машволь. Да, уважительно Арцуева относились, особенно когда, не спрашивая жену убитого, Германия в обмен на хороших русских, не чеченцев, которых в тюрьмах обменяли его. Но Red Dark. А почему ты считаешь, что жену нужно было спрашивать об этом? Мне тоже не понравилось, что обменяли, но мне также не понравилось, что немецкие граждане и американские граждане были заложниками в российских тюрьмах. И да, очень жаль, что обменяли, очень жаль. Но людей вытаскивать нужно. А вот, например, в Украине человека, который стрелял в Амину Акуеву и Адама Асмаева, тоже обменяли. Своих людей вытаскивать нужно. Да, это печально, да, это неприятно, но нужно вытаскивать людей. Поэтому, а вот эти русские либералы, которых, как очень верно наш президиум, когда писал текст по поводу этого обмена, написал, что они были переданы в дар. Они были подарены. Никто их не менял. Тут нам рассказывают, там, я видел текст какой-то там, что вот вас обменяли на убийцу Хангашвили, Зелимхана, вот на Красикова обменяли и так далее. И их не меняли. Их не меняли. Их подарила. Россия их сюда заслала. И все прекрасно понимают, что вот спецслужбы местные, здешние, европейские, американские, они прекрасно знают, кто это такие. Они их используют для своих каких-то целей. Там, ну, хлеб не просят, так сказать, да, там, по какие-то там, может, дела делают и так далее. Поэтому, к сожалению, мы живем в таком мире, что приходится убийц украинцев обменивают на украинцев, сидящих в плену. И да, вот такая вот она, к сожалению. Но был суд, он был засвечен, сам Красиков, да, был суд. Все, да, он, я думаю,
рано или поздно предстанет перед судом чеченского народа или грузинского, он же гражданин Грузии еще был, посмотрим. Ассаламу алейкум, свободные, и все будет Ичкерия. Ва алейк салам, Шамиль. Ва алейк салам. Алла, Татарстан, да. Как там? Татарстан. Слава Украине, героям слава. Хорошие... Путин платит китайской триаде, говорит Асланбек. Корейский очень отличается от китайских иероглифов. Ну, значит, это были китайские бавонетка, потому что мне показалось, они похожи на китайские были. Но я особо не разбираюсь. Вообще не разбираюсь. Так, 26 тысяч украинских детей Путин своровал. И тысячи он своровал чеченских тоже, Асланбек. Просто мы не вели этот учет, но если Россия воевала одинаково против Украины, как она воевала против нас, то, конечно же, она и наших детей тоже воровала. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Поэтому сейчас много появляются разных странных чуваков, да. Сейчас Трамп по Азии путешествует. Короче, довольные. Абсолютно довольны. Так, друзья, ну что, вопросы есть? Если нет, я тоже думаю, не будем долго затягивать. У меня сегодня стрим с одним уважаемым еврейским блогером. Я думаю, завтра я выложу это видео. Может, даже будет сегодня, скорее всего, завтра. Поэтому, думаю, на этом сегодняшний свой стрим мы закончим. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Держитесь. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless the United States of America and Germany. Всего хорошего. До свидания, друзья. Адикюэль Машуаль. До свидания. Нет, Бавонеткова, не будет прямой эфир. Скорее всего, не будет. Мы запишем, но он хочет записать и потом выложить. Всего хорошего. До свидания, друзья. Адикюэль Машуаль.